Энергия через движение. Свой профессиональный праздник сотрудники Чувашской энергосбытовой компании, входящие в Трансэнергопром, решили отметить спортивными успехами. На зимнюю спартакиаду собрались команды отделений из муниципалитетов Чувашии. Энергетики доказали, что на спортивной арене они такие же активные и целеустремленные, как и на рабочей площадке. 2 дня на соревновательных площадках кипели настоящие спортивные страсти. Шла борьба за победу. Состязания проходили по 7 видам спорта. Мы подводим итоги нашей спортивной жизни, спортивной работы за это время, показывая результаты не только, так сказать, нашей производственной деятельности, но и в спортивной жизни, хотя они, как правило, идентичны. То есть тот, кто умеет заниматься спортом, тот здоров и готов к достижению тех результатов, которые необходимы в обществе. Баталии развернулись в спорткомплексе «Спартак». В игровом зале зарабатывали очки волейбольные команды. Шустрые шары порхали над теннисными столами. Летели к своей цели дротики в дартсе. Прекрасное настроение. То есть расслабляет немножко и в то же время настраивает на позитив. Такие мероприятия нужны для того, чтобы объединить команду и сделать ее, так скажем, более успешной. В эстафете были и дети. Они берут пример со спортивных родителей. Я тут играл, я веселился, и мне очень понравилось на веселом старте. Прям вот так, я готов лайкнуть просто. Хочу еще, да? Да, прям остаться хочу. Семейная тема получила развитие в конкурсе «Папа, мама, я спортивная семья». Здесь было все. И юмор, и смекалка, и задор, и взаимная поддержка. Напряженных моментов была полна и конькобежная эстафета. На горячем льду соперники не уступали друг другу. Не успевала остыть и лыжня, принимая гонщиков и биатлонистов. Мастер-класс здесь показала руководитель Трансэнергопрома Елена Климашевская. Чувашская энергосбытовая компания – социально ориентированное предприятие. Это помогает сплачивать коллектив, вырабатывает командный дух и, конечно же, вовлекает в систематические занятия физической культурой и спортом. Соревнования получились интересными и зрелищными, так как о себе на них заявили самые сильные. Усилили команды отделений путем их объединения. То есть сейчас у нас уже не 8 команд, а 3 команды отделения. И из них, соответственно, принимают самые сильнейшие спортсмены. В каждой дисциплине определили свои победители. Но главное, участники продемонстрировали спортивный и корпоративный дух. Один за всех и все за одного. По итогам соревнований победители спартакиады получили дипломы, а самые маленькие – подарки. Лидия Галактионова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.